Эдуард Успенский и его веселые друзья. Литературное путешествие. Эдуард Николаевич Успенский – один из самых известных, самых любимых детских писателей, автор сценариев к популярным мультфильмам. Его книги читают и любят взрослые и дети. Писать первые стихи и рассказы он начал в старших классах школы. В 1961 году Эдуард Успенский окончил Московский авиационный институт. Во время обучения начинает писать первые произведения. Печатался с 1960 года. Творческий путь он начинал как юморист. По его собственному признанию, в детскую литературу попал он случайно. Его детские стихи начали печатать как юмористические в литературной газете. Популярным Эдуард Успенский стал после выхода его детских книг. Эдуард Николаевич Успенский оставил после себя огромное литературное богатство. Сегодня вспомним некоторые из его произведений, которые все мы любим и помним. В 1960-70-х годах были изданы «Крокодил Гена и его друзья», «Вниз по волшебной реке», пьесы «Чебурашка и его друзья», «Наследство Бахрама», «Отпуск крокодила Гены». По многим этим книгам сняты мультфильмы. В 1980-90-х годах писатель опубликовал серию детских книг «Каникулы в Простоквашино», «Дядя Федор, пес и кот», «Колобок идет по следу», «Разноцветная семейка», «Красная рука, черная простыня, зеленые пальцы», «Страшные повести для бесстрашных детей». В 1994 году вышли в свет лекции профессора Чайникова, занимательный учебник по радиотехнике. Сказочная повесть «Карантинные человечки», на основе которой сейчас снимают мультсериал «Фиксики». Крокодила Гену, его наивного друга Чебурашку, зловредную старуху Шапокляк, простоватого пса Шарика и предприимчивого кота Матроскина знают и любят все читатели. Писатель придумал необычных героев, наделив их уникальными внешними данными и чертами характера. У фантастического героя Чебурашки огромные уши, у старухи Шапокляк длинный хвост, кот Матроскин – пример для подражания домохозяйкам и мамам. Интригующие и познавательные книги для детей Эдуарда Успенского читаются на одном дыхании, благодаря динамично развивающемуся сюжету и обилию ярких событий. Герои неустанно попадают в комичные ситуации, становятся участниками веселых приключений. Отрицательные герои даже на фоне совершенно дурных поступков не вызывают неприятия. Без слов понятно, что они нуждаются в любви, дружбе, понимании со стороны окружающих. Получив желаемое внимание и друзей, они оказываются вполне достойными гражданами придуманного Успенским волшебного мира. Произведения Эдуарда Успенского переведены более чем на 25 языков. Его книги выходили в Финляндии, Голландии, Франции, Японии, США. Чему учат нас книги Эдуарда Успенского? Помогать друзьям и ценить дружбу, противостоять жизненным трудностям и справляться с проблемами, находить достойный выход из сложных ситуаций, оставаться добрым и отзывчивым человеком. Все творчество Эдуарда Успенского, чудесного писателя с инженерным образованием и душой великого сказочника, подарок детям теплый и добрый. Не только детям, но и взрослым нравится этот сказочный мир. Вот такой замечательный человек Эдуард Успенский. Спасибо за внимание.